В военкомате вообще людей при погонах уже нет. Военный комиссар тоже у нас гражданский человек. Все мы просто носим форму, но по сути как организация военная, а так, да, гражданские лица, поэтому мы работаем. Вообще служба, где бы она ни была, правоохранительных органах или в армии, она, естественно, когда носишь погоны, она многому обязывает. На гражданской службе захотел, уволился, не понравилось, ушел. Правоохранительный орган так просто не уходит и не приходит. И прийти надо соответствующее, чтобы поступить надо, все соответствующее, пройти все инстанции. И уйти тоже надо все инстанции пройти. Просто так вот захотел, ушел, так не получится. Поэтому соответствующим образом, конечно, те люди, которых носят погоны, у них ответственности больше. Военная служба — это солдаты. Это, как сказать, обеспечение внешней безопасности государства. Это войны. А полиция — это внутренняя безопасность, это общественная безопасность, это криминал. Но вот в этом отличается, наверное, тоже служба вооруженных сил, чем служба в полиции. Тебя могут отправить воевать, и никто спрашивать не будет, хочешь ты этого или не хочешь. Есть такое понятие приказ, и все. Выписывается, и вперед, и поехал. Выполнять свой долг, воинский долг. Ну да, поэтому, когда меня отправили, тоже пришло распределение о прохождении службы в жарких странах, называлось. Там не говорили тогда, что в Афганистан, да. Но когда говорят про жаркие страны поедешь служить, все понятно становится, сразу ясно, куда поедешь. Вот для этого военкомат и создан. Если будет война и будет решение о призыве вооруженной, мобилизации вооруженной силы, то полицейские тоже будут мобилизироваться, и как и гражданские. У каждого есть мобилизационное предписание, он будет вызван в военкомат и куда-то предназначен для прохождения службы в вооруженных силах. Раньше, допустим, в советское время были внутренние войска. По степени вооруженности эти внутренние войска они практически не отличались от вооруженных сил. У них и авиация была, и свои моторизированные части были. И сейчас у нас, вы сами знаете, есть такая Росгвардия, да, в России. Она, в принципе, тоже на вооружении имеет. Все, что есть в вооруженных силах. Если, допустим, брать чеченский конфликт, да, там наше Министерство внутренних дел очень большой принимало участие. Подразделения ОМОНа и СОБРа, они непосредственно воевали с бандитами. Это, можно сказать, это маленькая, локально, но это война была. От этого никуда не денешься. Разрушались города, погибали сотни тысяч людей. Ну, не сотни тысяч, но десятки тысяч, наверное, точно погибло за это время. Военным, наверное, желают многие стать, но, во-первых, многих не позволяет физическое здоровье. Это раз. Потому что вроде бы человек внешне здоров, как начинает медкомиссию проходить, все. У них какие-то есть или заболевания какие-то, наследственные или приобретенные. Вследствие того не проходит по состоянию здоровья. Это очень много. А желающих стать офицером, поступить в военное училище-то есть, но поступает единица. Во-вторых, как сказать, что еще многие пугаются этого, потому что процедура поступления в военное училище довольно сложная. Кроме того, что ты должен сдать гражданский предмет, ты должен дать физическую подготовку. А физическая подготовка принимается на более высоком уровне, чем обыкновенная физическая подготовка. Это раз. И второе, наверное, каждый, кто поступает в военное училище или хочет стать военным, он прекрасно понимает, что это тяготы. Это же служба, просто так сказать служба, а это, по сути дела, почти всю молодую свою жизнь, и пока, может, не станешь там, должность соответствующую не займешь, ты будешь жить в казарме. Ну, вот у нас так было раньше, это, допустим, в мое время. Сейчас, наверное, может, служба другая идет в российской армии. Но это все время солдаты, это все время постоянная техника, это учение, это занятия, это командировки, это выезды. Практически, можно сказать, в семье человек не бывает. Как говорят, жены говорили, муж ушел, дети спят, муж пришел, дети уже спят. Ну, как сказать, вы же сами всю внешнюю политику видите, же, что творится в мире. В общем-то, любой маленький конфликт, никто гарантию не даст, что он может произойти и перейти в войну, в открытую войну. В Сирии сколько этих событий? То самолет собьют, а кто мог гарантию не дать, что там потом возникнет военный конфликт? Американцы. Ну, в общем, поэтому вы сами знаете, что слабое государство — это не государство. Поэтому, если хотите какое-то лицо иметь на международной арене, она должна быть сильным, а сильная сила, что это имеет? Это армия, вооружение. На данный момент, конечно, вот события в Сирии, они, конечно, вот, допустим, Запад и Америку, конечно, встревожили при наличии такой мощи. Они же не думали, что у нас армия такая. Они в 90-е годы, как развалили Советский Союз, так все посчитали, что все, мы на коленях, так и будем вечно, как придаток Запада там.
топливо поставлять им, газ, нефть. Они будут кушать и сытые, и довольные, а мы там будем получать их там помощь гуманитарную в виде масла чего-нибудь. И кушать, и счастливы будем. Поэтому, конечно, Путин в этом отношении много для государства делал. Сейчас уже так к России не относятся. Если они так говорят, что мы там чуть ли не выборы президента в Америке делаем, ну, это, конечно, немножко смешно, но тем не менее также говорят, что если бы не мы, то Трамп бы не был президентом.